Я нахожусь на улице Гостиная. Вы узнаете этот район? Здесь начинается нынешняя улица Кирова. Здесь городская окраина и почти всегда тихо. А до революции в старом городе было шумно и оживленно. В торговых рядах кружала и малого базара бойко хозяйничал купеческий люд. А над всей этой суетой возвышалась церковь Преображения Господня. Она была освящена в 1846 году. Краеведы подсчитали, что в Якутске 153 недвижимых памятника истории и культуры. Только за последние 2 года 9 из них утрачены безвозвратно. К сожалению, история родного города долгое время оставалась тайной за 7 печатями. Например, что строительство Преображенской церкви, начатое купеческими детьми Алексеем и Максимом Соловьевыми на деньги их отца, велось там, где еще в 17 веке воевода Петр Головин построил одну из первых крепостей Якутска. В крепости было 2 церкви. Так вот, на месте одной из них, живоначальной Троицы соборного храма, и возвели позже Преображенку. Нам рассказал об этом старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований, автор нескольких книг об истории Якутска Пантелеймон Петров. И тогда мы пригласили его на прогулку в старый город. Мы стоим рядом с современным зданием Комдрагмета. А раньше, до революции, здесь располагался дом Москвиных. Это где? Ну вот это примерно где стоянка автомобильная. Примечательно тем, что в этом доме проживала семья потомственной интеллигенции города Якутска. Николай Николаевич Москвин окончил Казанскую духовную академию, богослов. Когда в 20-х годах, когда большевики взяли власть и разогнали епархию, он стал легальным лидером, руководителем верующей общины православной. И в 30-е годы, когда начался разгон тех остатков епархии, якутской епархии, его обвинили в организации религиозное монархическое подполье. В 1938 году он был арестован, без суда и следствия был сослан на 10 лет Коми-Ассыр, где и умер в 1949 году. В 1922 году, когда город был окружен белоповстанцами, было принято решение горсоветом снести деревянное здание Преображения, деревянное, а не каменное, и тем самым использовать бревна на дрова. Тогда община, верующая община под руководством Москвина откупилась из своих запасов, они выделили дрова. Одним из примечательных сооружений города Якутска является здание якутского отделения Русско-Азиатского банка, одного из крупнейших банков России. Оно построено по проекту архитектора Клементия Адамовича Лешевича в стиле модерн. Тогда было модно строить такие дома. Ну, архитектор Лешевич, он, в общем-то, и работал в Санкт-Петербурге, поэтому он понимал значение вот этой церкви и в своем проекте этого здания придумал такой образ дополнения вот этой панорамы, то есть создание панорамы этой части города. Вот. А центр вот этой панорамы занимала, естественно, церковь Преображения Господня. Ну, а раньше, до советское время, этот храм определял силуэт и панораму этой части города. В советское время потрепанная одноэтажка часто переходила из рук в руки. Спортзал, общежитие, фонд периодической печати. Детьми многие из нас приходили сюда в библиотеку. Потом хранилище знаний превратилось просто в книгохранилище. Через 72 года после национализации об этом памятнике истории и культуры наконец-то вспомнили. В 1994 году полуразрушенное строение было передано возрожденной якутской епархии. Началась другая жизнь. Весной 1999-го столичные власти объявили о новой программе «Старый город». На территории в 7 гектаров должна будет разместиться торгово-туристическая зона и музей под открытым небом. Всего 50 памятников истории и культуры.
Весной юбилейного 2000 года от Рождества Христова по соглашению с администрацией Якутска акционерная компания «Алроса» отчислила 25 миллионов рублей на восстановление Преображенской церкви. Были, конечно, и вклады других предприятий, пожертвования верующих. Работы по возвращению храма активизировались. Возрождали храм строители из разных регионов России, всем миром. Храм вырастал буквально на глазах. Уже через год он украсился новыми крестами. Были установлены колокола. На все это понадобилось чуть более 15 месяцев. С архиепископом якутским и ленским Германом мы встретились накануне освящения церкви. В эти дни происходило настоящее чудо. Новостройка превращалась в храм. Под его обновленными сводами владыка рассказывал и размышлял о многотрудном пути духовного преображения, важная часть которого – восстановление пороговых храмов и строительство новых. Известно, что до революции в Якутии было 300 церквей и часовен. Тех старинных осталось немного. Вот великая наша беда, наверное, всей нашей страны, что вот поколения людей воспитывались при виде вот этих вот разоренных поруганных храмов, разрушенных вот этих вот кладбищ, что у нас действительно потеряна полностью, вот, изжита из наших душ, вытравлена вот, любовь к отеческим гробам и к своей к истории, к своей святыням. Вот это в этом, наверное, я думаю, причина многих и многих наших современных бед и язв нашего общества. То есть нам мстит жизнь, действительно, за то, что вот мы так варварски и бездумно относились к святыням и к истории, и к тому, что было свято для наших предков. Прежде всего, мы должны восстановить храмы, которые здесь вот у нас, здесь в Якутске, чтобы в нашей столице она действительно красилась, вернуть ей как-то постараться то из исторического наследия, что еще как-то чудом сохранилось. И вот одним из этих памятников является вот наш Преображенский храм, который вырос буквально за считанные месяцы на глазах у всех прихожан. То есть настоящее чудо. Все-таки чувствуется в нем какая-то особая атмосфера? Ну, наверное, чувствуется, как в любом храме. Но я считаю, вот этот храм для нас, это как вот какой-то подарок. Подарок чудо милости Божией просто. Потому что так я долго хотел, чтобы он восстановился. Так мы много предпринимали усилий по его возрождению. Было все очень непросто. И вот как-то так за 1,5 года буквально вот у нас вырос. Видимо, вот они молитвы, знаете, они не устаются, не услышаны, наверное. Чин освящения был назначен на 19 августа. В 8:57 в храм вступил владыка Герман. Начались приготовления. Это воскресное утро стало особенным в жизни православных якутян. Храм для верующего больше, чем просто здание. Храм – это дар Божий. Он служит нашему спасению. В нем и происходит преображение. Главное в чине освящения – водружение и освящение престола. Престол – это то возвышенное место в алтаре, на котором сам Господь незримо присутствует среди верующих. На престоле совершается одно из главных таинств христианства – таинство Святой Евхаристии – причащение. На престоле приносится бескровная жертва Богу за всех и за вся. По церковным канонам престол омывается красным вином, розовой водой, помазывается святым миром, облачается в святые одежды. Читаются глубочайшие по силе молитвы. Затем освящаются стены церкви. Храм для верующего – это живое тело, поэтому освящение подобно обряду крещения человека. Храм рождается для нас. На 156-м году своей истории Якутская Спасо-Преображенская церковь обрела свое второе рождение. Сейчас вокруг храма совершается крестный ход. Это завершающая часть чина освящения храма. С этого момента храм считается действующим. Теперь и в будни, и в праздники здесь будет совершаться торжественное богослужение. Уже через несколько минут начнется божественная литургия в честь праздника Преображения Господня, в честь сегодняшнего праздника, в честь которого и освящена эта церковь.
Перед началом божественной литургии к собравшимся в храме обратился президент республики Михаил Николаев. Он говорил о роли Русской Православной Церкви в объединении народов Якутии, выражая надежду, что и впредь правительство и Якутско-Ленская епархия будут объединять свои усилия на благо республики. За большой вклад в укрепление гражданского мира Михаил Николаев указом президента России наградил архиепископа Якутского и Ленского Германа орденом Дружбы. Позвольте мне со словами искренней благодарности и пожелания доброго здоровья и счастья и благополучия вручить орден Дружбы архиепископу Герману. Пожелаем всего самого наилучшего. Поздравления по поводу освящения Преображенской церкви вручил владыке Герману заместитель министра по делам Федерации, национальной и миграционной политики России Александр Деркач. Праздник рождения храма не был бы возможен без жертвователей-строителей. Архиепископ Герман обратил к руководству республики и президенту акционерной компании «Алроса» Вячеславу Штырову слова благодарности за неоценимую помощь. Владыка также объявил о награждении Вячеслава Штырова орденом Русской Православной Церкви преподобного Сергия за помощь в деле восстановления храмов в Якутской епархии. Я даже хотел бы пожелать, чтобы этот храм пронесся сквозь века, как жемчужина красоты, архитектуры, как символ нашей столицы, города Якутска. Вячеслав Анатольевич, компания «Алрос» является главным участником восстановления Преображенской церкви, и мы знаем, что на территории республики компания строит другие храмы. Означает ли это, что в деятельности компании появилось новое, такое важное направление? Ну, понимаете, у нас компания, есть целый план такой работы, который направлен на то, чтобы воспитать людей, на то, чтобы привить им что-то доброе, хорошее, потому что в этот период времени такой бурных перемен, очень много разных таких влияний, негативных соблазнов, особенно молодежь, вы знаете, наркотики и все остальное прочее. Поэтому мы, как один из элементов, вот этой работы, это наша Потерская Православная Церковь, потому что мы в ней видим такую мощную силу, которая способна отвлечь людей, направить их в нужное русло, на правильный путь, А с другой стороны, видите как, республика ведь наша православная, имеет православные глубокие корни, и большинство населения республики ведь исторически являются православными. И это то, что нас объединяет, и вот эта объединяющая сила православной церкви, она чрезвычайно важна, и мы считаем, что это очень важно для республики. Уважаемый Михаил Ефимович, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете место сегодняшнего события в истории духовного развития республики и в истории восстановления культуры и истории? Для нас слово «духовность» – это не простые и пустые слова. Именно духовность дает возможность возрождаться и человеку, и в целом республике. Я безграничной судьбе рад, когда в 1991 году обратился к патриарху всей Руси Алексию о восстановлении исторической справедливости, о восстановлении епархии Якутской, Ленской. И он очень оперативно откликнулся. Данный вопрос был рассмотрен в Великом Синоде, и было решение о восстановлении именной епархии Якутской, Ленской. И нам очень повезло с владыкой Германом. Он с первых же дней включился в активную работу именно в духовном возрождении нашего народа, наших людей в столь трудное время. И когда приезжал патриарх всей Руси Алексий, он говорил, когда я владыкой перед отправкой беседовал, а не боитесь ли? Это очень дальний край. Там условия очень тяжелые. Тогда я, говорю, запомнил его слова владыки Германа, ведь там же россияне, там же люди живут, я поживу. И вот с тех пор практически 10 лет владыка Герман без устали объезжает наш огромный край, встречается с простыми людьми, восстанавливает, призывает восстановление храмов. И во всей республике
сегодня возрождается наша бесценность, духовность. Важно и другое. Из конца в конец великой страны православные священнослужители несли с собой знания. Велик был вклад якутского духовенства в развитие культуры и образования. Первая школа в Якутске, выпуск первой газеты. Были сделаны первые переводы священных книг на якутский язык. Нынешняя божественная литургия в храме Преображения Господня состоялась после многих лет запустения. Преображение – один из 12 великих христианских праздников. В его основе рассказ о вхождении на гору Фавор Иисуса и 3 его учеников. Во время молитвы учитель неожиданно для апостолов преобразился. Лицо просияло, как солнце, одежда стала белой, как свет. И осенило учеников облако, и раздался глас: «Сей есть Сын мой, его слушайте». Это были доказательства божественной славы Иисуса. Праздник любим в народе. Другое его название – Яблочный Спас. В этот день по народному календарю встречают осень, а по окончании богослужения освящают плоды нового урожая – яблоки и виноград. Подобную картину можно было видеть и в те времена, когда в Преображенскую церковь первым настоятелем был назначен протоиерей Дмитрий Хитров. Он же и достраивал этот храм. Ему еще предстояло принять монашество, имя Дионисий, и стать первым епископом самостоятельной якутской епархии. Здесь венчались мой отец Иван Илларионович и моя мать Мария Петровна Это в каком в году было? 1911 году. Через 2 года я родился, и здесь меня крестили. А крещение осуществил протоиерей Берденников. Так что в жизни нашей семьи эта церковь играла большую роль. Скажите, а вы помните, как выглядел храм тогда? Внутреннее убранство? Нет, я помню почему. Потому что я учился вот в той школе, которая вот там напротив. Она называлась тогда Русская опытно-показательная школа. А до этого она была гимназией женской. И я, конечно, помню эту церковь. Она была окрашена в бледно-зеленый цвет. И она была скромнее. Купола были крашеные. А сейчас она возродилась, мне кажется, в более красивом состоянии. Очень привлекательная архитектура, оформление. И я очень рад, что эта церковь будет центром духовного возрождения народа.